Аллах Шамар, доброго вечора. Це Бугун на АТР. Після 3 годин з Гульсум Халіловою разом проведемо ще 3 години сьогодні. У нас в гостях Ілля Пономарьов, якого давно чекала на включення. Ви так нарешті повернулися до України? Чи ви чи тут знаходитесь? А вас я взагалі тут, у Києві. У вас російським політиком вже не можна називати, да? Чи ви залишаєтеся для російської політики? Я, звичайно, так кажу, що я російський політик, але український підприємець. Український підприємець. І американський підприємець. І американський також. Давайте поступово по всіх темах, які у нас безпосередньо пов'язані з Росією. З правозахисною почну. Роман Цимбалюк – єдиний журналіст український, який акредитований офіційно в Російській Федерації. І вважалося, що це вигідно і самій Росії, тому що він відвідує ток-шоу найганебніші там і представляє іншу позицію для російських, якщо можна сказати, мас-медіа. Це можливість показати, от у нас же є різні точки зору, і раптом йому закидають зараз, нібито закидають, бо його адвокат Микола Полозов каже, що вони ще не бачили всіх документів, за що йому закидають, за якісь публікації. Екстремізм, чому саме вже до Романа? Чи причепилися на вашу думку? Я думаю, что это просто дурь на самом деле силовиков, потому что очевидно было именно, что есть политическая линия, которая явно идет лично от Пескова, потому что каждый раз, когда прямая линия Путина, нам пишут, где Цимбалюк? Вот, надо спросить, вот у нас тут есть украинская СМИ, которая, он же один такой, вот, которую надо задать вопрос. Поэтому они явно его держали, целенаправленно, так же, как они держат там «Эхо Москвы», да, у нас есть оппозиционное радио, у нас есть оппозиционная газета «Новая газета», у нас есть оппозиционный телеканал «Дождь», і от у нас є опозиційний український журналіст. Після того, як вони навіть «Дождь» так само сприймався, багато казали, там зв'язки якісь з Медведєвим, а коли визнали іноземним агентом, виявилося, що якось непослідовно, чи що це виглядає. Чи це логічні дії, на вашу думку? Они этот ярлык там наклеивают. Дело в том, что, конечно, тут вопрос в акционерах, да, кто является акционером, потому что акционер «Эхо Москвы», как мы понимаем, брал «Газпром». Вот, и поэтому «Эхо Москвы» никак нельзя назвать иностранным агентом, да, то есть просто никак. Вот. «Новая газета» тоже там, значит, она лавировала, и там были акционеры. Вы лавировала? Да. Или нет? Пока да, и здесь ей помогла и эта и Нобелевская премия и так далее. Конечно, Муратов просто такой человек хитрый, да, в этом плане, да, и умеет ходить между струйками. А в чем хитрость Муратова? Он же там, у него там благотворительный фонд, который лично Путин начал там, то есть, такое. Он очень близко связан с партией «Яблоко», а у Путина есть там какая-то личная слабость к Явлинскому, да, то есть, там, вроде как оппозиционер, но вроде как он его не добивает, потому что какой-то сентимент есть там. І навіть іноді запрошує послухати, да, Явлинського? Да. То есть, у Путина же такой, он как любой бандит, он сентиментален, да. Поэтому... А все бандиты сентиментальны? Да, все бандиты сентиментальны. Романтики. Да, у них у всех есть какой-то когда находишь какой-то ключик к его сердцу. Так, давайте з Романа, а потім до Дмитра Муратова теж перейдемо, його Нобелівської промови. Теж, як ви думаєте, чим закінчиться це для єдиного українського журналіста в Москві, ця ситуація? Очень надеюсь, конечно, что ничем. Я в любом случае уверен, что его никто не посадит. Но могут депортировать. Вот это могут. И это, конечно, будет крайне обидно, если там потеряется хоть кто-то, кто оттуда в Украину что-то говорит. Это большая проблема, что у нас мало информации из первых рук. Да? Мы очень много здесь комментируем, естественно, в Киеве события в России. А чтобы кто-то мог репортаж оттуда сделать, это проблема. Тепер до промови Дмитра Муратова. По-перше, давайте почнемо. Це охоронний ярлик Нобелівська премія для «Нової газети» найближчим часом. Можна так вважати? Да, это высокая степень дополнительной защиты. Я думаю, что так. И как раз это было очень интересно, когда была его речь в Осло, Нобелевская речь, как большое количество наших там оппозиционно настроенных граждан там закидывали Муратова о том, что не так сказал это, не так сказал это, не так сказал то. Но понятно, почему он говорил те или иные слова.
так или иначе. То есть он как раз... А що саме йому закидають, от коли ті, хто закидає? Было это дурацкие обвинения, самые дурацкие. Это приз, наверное, с большим отрывом как раз у навальнистов, которому проставили в вину то, что он упомянул Навального и сказал, что Навальный политзаключенный, которого посадили, и он сидит, но при этом Муратов, дескать, не сказал, что его отравили. Вот. Что он сказал только, что его посадили. И это типа означает, что он испугался. Вот. И вот не осмелился сказать, что его отравили. Ну, я не знаю. То есть, ну, можно про каждому там, значит, все говорить. Але от те, що Микола Полозов каже, ну, дивно, що Муратов і Нова газета знає про цю історію, ніяк не згадав, що є репресії по Криму до кримських татар. Кримсько-татарська тематика з дисидентського руху Радянського Союзу відома тема. Від Петра Григоренка до Буковського, від Даніеля Синявських до Єлени Боннер і Петра Григоренка, всі про це згадували. Іноді Подробінник каже, що навіть дисидентський рух починався з кримсько-татарської тематики депортації, хоча були і інші народи, і інші проблеми. З цього починалося. Це така, ну, Крим, кримські татари і взагалі ця тема сталінізму, вона дуже важлива. І, ну, якби у Полозова пояснення, що це все продовження одного і того ж імперського мислення. У Муратова це свідомо якби не пролунало, як ви думаєте? Це чи просто в Москві це якась тема, яка, ну, не цікава загалу московському? Або... Нет, я думаю, что там все... с одной стороны, сложнее, с другой стороны, прозаичнее, потому что «Новая газета» вообще очень много внимания уделяет как раз разным национальным проблемам и национальным меньшинствам, которые есть в России. Она очень много пишет про кавказскую тематику, очень много. Она единственная, которая полноценно освещает там ингушский конфликт, там ингушско-чеченский сейчас, который там происходит с Кадыровым. Ну, то есть она просто, у нее это война с Кадыровым, как мы знаем прекрасно. Она очень много пишет про Дагестан и те проблемы, которые есть там. Она очень много пишет про очень опасные темы. С татарами, то есть там тоже есть много там с исламистами, которых плющит российское государство совершенно необоснованно за веру. Она там очень много пишет. Я думаю, что одна из основных причин, почему они мало пишут про крымских татар, хотя я не согласен, что они вообще не пишут, мне трудно привести пример, потому что я плохо помню, грубо, що де іменно було. Тут важливо про те, що у нього була можливість в Осло про це сказати, да? Тому що, ну, якби така тематика, яка і в Європі лунає, і є завжди в Європейському парламенті, і кримські татари згадуються і в резолюції ООН, да? Це така тематика міжнародна, велика. Муратов якби не торкнувся її в самопромові. Ми не кажемо про контент, час від часу в Новій газеті щось буває. Але... Там, да, они что-то они пишут, но я просто хочу сказать, что есть такая же еще и техническая проблема, очень тонкая, да, в отношениях с Украиной. В Крым же очень мало народу, кто может попасть законным образом. И как раз ведь «Новая газета», она находится в том лагере российской политики, который, в отличие, кстати, от Навального, например, который очень четко занимает позицию про то, что это незаконная аннексия, не признаем, не ездим, значит, и так далее. Вот как партия «Яблоко», которая вроде как там, ну, наполовину лояльная, то есть где-то там посередине, но тем не менее вот в этом вопросе они там не выдвигали кандидатов, в отличие от Навального, да, они тут, там, они не признавали это, то есть нигде не были карт, значит, с Крымом частью Российской Федерации и так далее и тому подобное. А «Новая газета», ну, то есть она с ними в этом смысле связана и так далее, но ведь это означает, что тут даже не поедешь просто так. Досить не важко, а отримуються і журналістам, які видно, що вони не пропагандистські, їм даються дозволи, і вони через Херсонщину заїжджають в Крим. Ну, это вот, да, это просто это серьезные сложности, которые для людей, у которых серьезные сейчас проблемы с деньгами, потому что там серьезные проблемы спонсорские, они поэтому там какое-то время назад были вынуждены уже переходить там на краудфандинговую модель, чтобы закрывать дырки, да, вот такое вот, что надо делать, конечно, это проблема. Ви самі згадали Навального, до речі, згадаємо, можливо, якщо встигнемо наприкінці програми, покажемо переклад інтерв'ю його доньки, виступу, тобто його доньки на отримання премії Сахарова, яку від Ради Європи вручили. До речі, як ставитися до нагородження Навального і
Яке взагалі ставлення до нього? Ну, все знают, что я к Навальному отношусь плохо. Считаю его империалистом, националистом и фюрером, авторитарным очень лидером. И поэтому я считаю, что грубо поменять Путина на Навального, это поменять шило на мыло. Но в то же самое время он, безусловно, политзаключенный, поэтому то, что его наградили, это хорошо. Это, опять-таки, увеличивает степень его безопасности в тюрьме. Это правильно. И я считаю, спасибо европейцам, что они это сделали. Очень есть некая ирония в том, что он был награжден премией Сахарова, при том, что его взгляды диаметрально противоположны взглядам Сахарова. Но это уже Прям диаметрально противоположно? Ну, думаю, что да, потому что, еще раз скажу, он последовательно демонстрировал очень националистические, имперские взгляды в всей своей деятельности. Мы знаем все его высказывания на эту тему. В Украине они хорошо известны и так далее. Но... Він не відійшов від цих поглядів, да? Нет, конечно. Это не та вещь, которая у человека легко отказывается. Если тот человек может там, называть там, людей другой национальности оскорбительными какими-то кличками публично, то это означает, что он может прекратить это делать публично, но он от этих взглядов, ну, то есть это означает, что он так воспитан, да, и для него это является нормой. Поэтому это никуда не уйдет. Все равно такой человек может делать что-то полезное для своей страны, и он, конечно, герой, там, который ведет борьбу с этим режимом. Ну, просто я бы не хотел жить при той власти, которая выстроена Алексеем. Тобто вона була б гірше путінською? Ну, в чем-то да, в чем-то нет. Я думаю, что человек, который пришел к власти, выгрыз ее, да, то есть там в боях и с потерями для себя и так далее, он будет вести себя более жестко, чем тот человек, которому власть досталась на халяву, как Владимир Владимирович. Поэтому в этом смысле хватка Алексея, я думаю, будет еще жестче. С точки зрения того, что он будет делать, ну, все-таки окружение там другое, да, и влияние будет какое-то там и международное и так далее, там, которое будет что-то смягчать. А можливо, Олексій, це такий предвістик все ж таки становлення національної держави в самій Росії. От Павло Казарін, його останній текст, який він друкував з цього нової книги, він каже, що от, ця думка панує іноді, що Росія не прожила час становлення. Ну, через націоналізм пройшли багато держав, багато філософів кажуть, що були разом з цим втрати. Наприклад, там мультикультурні міста Європи, вони стали більш мононаціональними в той час. Да? От, це по-різному може статися. Там, вигнання німців з Праги. Да? З одного боку, це відповідь на 38-й рік, і коли німці і угорці потім Бенешем були після війни вигнані. З іншого боку, зник поняття Праген Дойче, той німецький, який був притаманний Празі, да, якою писав Кафка, да, якби єврей, але писав німецькою, саме празькою німецькою мовою, яка зникла. І так само можна казати про будь-які європейські міські. Відень, там, оце мультикультурність зникла, тоді вона почала з'являтися пізніше. Можливо, Росія теж йде до національної держави замість імперської, і вона має там втратити якісь території, але стати європейською державою національною на початку. Смотри, это очень важный и серьезный вопрос, но мне не кажется, что Россия может идти путем такого национального государства, как Германия, потому что она по-другому устроена. Она может идти путем такого национального государства, как в Америке. Тоже здесь можно сказать, что вот есть нация американцы, да? Хотя нет такой нации этнической, да? То есть это там сложный плавильный котел, винегрет из всего, чего только можно. Тем не менее, люди, которые живут в Америке, они американцы. Они, у них звездно-полосатый флаг, откуда бы они не приехали. Русские вообще россияне, да, и в этом, буду говорить слово не русские, да, россияне в этом смысле. Они вообще на американцев очень похожи по своему и психотипу, и по ментальности, и по взглядам. Там тоже есть и это чувство исключительности, которое есть у этих народов, и миссионерский, да, комплекс, который есть у обеих держав, там, и все вот и минусы, и плюсы, они и там присутствуют. Но же нельзя выстроить из России державу русских.
Вот россиян можно, русских никак нельзя. Тем более, что русские вообще невозможно выстроить из Украины. Вот уж если так говорить, чисто там, значит, этническим, культурным и историческим происхождением. Поэтому Россия, да, ей надо перетвориться на такую политическую нацию, вне всякого сомнения. И, в принципе, Советский Союз был именно про это, да, то есть там политическая нация, советский народ, да, там, это же у нас была там, значит, сущность, да, а не отдельно там русские, там, украинцы и так далее. Вся эта история была в ту сторону направлена. Просто возвращаясь к Навальному, Навальный как раз занимает другую позицию. Он говорит очень много про политическую нацию, но имеет он в виду этническую нацию. И все его эти самые русские марши и вот эти вот высказывания, они как раз показывают, что он имеет в виду. Имеет в виду он этнически русских. Давайте подивимося. У нас є на 50 секунд Дар'я Навальна на англійською мовою, але з субтитрами. Understand why those who advocate for pragmatic relations with dictators can't simply open the history books. It would be a very pragmatic act, and having it done, it's very easy to understand the inescapable political law. The pacification of dictators and tyrants never works. Years of flirting with Putin made it clear to him that to increase his ratings, he can start a war. How much will the war with Ukraine cost to Europe? Even now, with so many news on Russian troops coming to the Ukraine border, no one's really talking about it. I simply tried to live up to my own destiny. I hope we all have the strength to live up to our destinies. Freedom to Alexei Navalny. Thank you. Принаймні від доньки ми бачимо якісь такі речі про загравання з тиранами, диктаторами, про війну, розв'язування війни в Україні. Да? От якісь спроба артикуляції правильних речей відбувається. Да? У нее вообще была отличная речь, но надо понимать, откуда приехала сейчас Даша Навальная, она приехала из Стэнфорда, в общем, где правильные люди дают правильное образование. Ну і Даша це не Олексій все ж таки. Ну, якби. У Олексія, до речі, однозначності ми по жодному з цих питань не чули. Да? Ні по Криму, ні по Україні він якось оминає. Хоча йому доведеться це робити. Доведеться навіть перебуваючи в візначі, чи не доведеться, і це не актуально для його прибічників, для його фан-групи. Ну, во-первых, я считаю, что да, мы не увидим Навального во главе российского государства, я сомневаюсь в этом. Чему? Ну, главным образом потому, что политика – это командный вид спорта. Если политик не хочет играть, принципиально не хочет играть в команде и принципиально торпедирует любые альянсы, которые есть, он обречен на то, чтобы быть одиночкой. Хіба його пропозиція про розумне голосування, яке критикував Явлінський, ну я завдяки там Вікі Євлєвіць, да, що вона проти об'єднання будь-якого зі сталіністами, комуністами, а от саме Навальний же пропагував це обирати найпотужнішого, а головне не представника влади. Хіба це не є альянс і командність? Нет, конечно. Нет? То, что он говорит, я назначу, за кого вы будете голосовать. Вот что говорит Навальный. Я считаю, в принципе, идея умного голосования, она правильная идея. Если бы она Побудована на розрахунках, правильно? Ну, если бы, главное же, как вопрос ее реализовать, да, потому что, ну, даже тоже в итоге он сейчас скорее там подорвал уровень доверия к себе тем, что вот он, как это обычно делает, сам решил, там сам всех назначил, в тайне, непрозрачно и так далее, и при этом большинство оказались коммунисты. Я сам левый, да, то есть мне там не западло проголосовать за коммуниста, да, если это только настоящие коммунисты, а не те, кто в России себя называют коммунистами, которые, как правило, этим красным знаменем прикрывают коричневый цвет. Кто? Ну, которые хотят за простых людей, которые хотят, чтобы не было бедных, и которые хотят, чтобы было справедливое государство и так далее. То есть абсолютно нормальные, справедливые взгляды, идеалы и все прочее. Да? Но в России КПРФ, как политическая сила, она, конечно, там, это национал-социалисты, да? То есть это имперское говно. И то, что оно обернуто в красную упаковку, это совершенно ни о чем не значит. Я уже не говорю про то, что оно сервильно по отношению к власти, это
там другой вопрос, да, но самое важное же, те взгляды, которые они производят, это самое, что есть империалистические взгляды, от которых бы Ленин там в гробу бы переворачивался очень, очень много раз. Поэтому голосовать за многих этих представителей мне тоже было бы противно. Но если было бы гласное обсуждение, там, люди бы там сказали бы, да, вот мы тут вот будем объединяться вокруг этого или того, или сего, потому что мы достигнем там тех или иных результатов, я бы это мог, в принципе, понять и поддержать. Когда есть просто один человек, который пользуется каким-то там своим медийным влиянием там, для того, чтобы там, показать пальцем, и даже когда ему говорят, ну смотри, вот там два кандидата идут вровень, но этот вот, например, там яблочник, там, да, то есть, а этот вот коммунист, да, но этот там Навального успел покритиковать, будучи членом партии Яблоко, да, то есть, а этот нет. Поэтому будем вот этого поддерживать. Ну, это, на мой взгляд, к об'єднанню опозиції і взагалі к демократичним процедурам не має ніякого отношення. Давайте трошки згадаємо з вами, не так часто буває можливість, історію російського парламентаризму за останні 30 років. Да, це був один з періодів, частина цього періоду була більш-менш вільна, да, більш-менш демократична. І 90-ті це навіть потужність опозиційна або протистояння, скажімо, з президентом Єльцином, вона була показовою. Чи була велика фракція, це ЛДПР, чи комуністів, да, чи там як складалися альянси. Потім був період, коли вже путінський період, коли, здається, війшли дві опозиційні сили СПС і Яблоко, але принаймні вони були представлені. Вони були маленькі, да, але були представлені. Потім були парламенти, в яких вже опозиційних сил не було, але от парламент, в якому були окремі могли бути депутати. До речі, Гудков саме в один час був, які там не голосували за Крим, да, якби і за це приєднання. І от є парламент такий, от, який зараз є. Це вже повна якби деградація парламентаризму, чи в принципі шлях є? От казали, повний був за Путіна, але виявилося, що за 20 років Путіна можна ще на кожну деградацію мати новий рівень деградації. Якби? У нас є парламентаризм перший, другий, третій і навіть четвертий свіжості. Оце з одного боку він, ну дійсно ми розуміємо, який він, але для тих, хто не занурений, скажімо, навіть в Україні ми можемо читати про Росію і з перших джерел, ми розуміємо російську мову, пам'ятаємо іноді, хоч і не дуже хочемо, деяких політиків, для західного все ж таки читача, ну там 5 парламентських сил, одні з них навіть нові, якісь праві, там, да, от, там, я не знаю, якось вони називаються, пройшла там. Зараз нові люди. Да, нові люди, там, ну, якби є багатоманітність, цей diversity політичний існує, чи це ще не повна деградація, і можливо навіть серед них вихід поява людей, які будуть, ну, не в один голос з владою, чи це вже остаточний принтер, бо попередні називали принтером, а цей виявляється принтеріший за тою. Ну, да, ну, в России политический строй можно назвать имитационная демократия. Потому что в ней любой институт, он только имитирует свое название. Да? Але і ступені імітації різні теж, так? Ну, безусловно, но суть остается в любом случае та же самая. То есть парламент не является народным представительством, правительство не принимает самостоятельные решения. И на самом деле ведь у нас даже поста президента нет, потому что вот в 2008 году вот был проведен этот эксперимент, да, там с Медведевым. Ну, власть же была не у Медведева, а все равно у Путина. То есть у нас сейчас единственный институт в стране, да, институт власти, это Владимир Владимирович Путин. А как он себя будет называть там президентом или премьером, или там спикером парламента, или верховным вождем, то есть там старшим пенсіонером. Я розумію, це показово на те, ми ж з вами не дуже пам'ятаємо, як звати президента Казахстану, да? Ви пам'ятаєте, як звати? Конечно. А як звати президента Казахстану? Такиїв. А, такі, от, бачите, ви знаєте. А я не пам'ятаю. Він навіть висловлювався щодо України і анексії Криму нещодавно, тому про нього сміялися. Але всі знають Назарбаєва. Яку позицію Назарбаєв займає? Якусь там, да, якась... А от яку позицію він зараз займає, я навіть не помню. Вот, бачите, він Назарбаєв, да? Тому це схожа ж модель, вона неважливо дійсно, яка посада, є особистість, і ну, вона сприймається. Значить, це такий запит російського суспільства? Ну, скорее, это запрос российской элиты, я бы так сказал. Ей так проще. Вот какое-то время назад Володин
сказал такую фразу, над которой все вокруг смеялись, там вот в оппозиции было принято показывать пальцем, говорит, вот же там лизоблюд и мудак, да, то есть вот он сказал, что нет Путина, нет России. А я вот боюсь, что он как знающий человек правду сказал, что Владимир Владимирович Путин сделал все возможное, чтобы если его не будет, то России бы не было. Чтобы она начала распадаться, разваливаться, чтобы элита начала друг с другом воевать. И это тот страх, который у людей есть сейчас, вот эти вот верхние слои российского общества, да, то есть те, которые приближены к власти, крупный бизнес и так далее. Я не знаю, чего они боятся больше, того, что Путин будет жить, или того, что он умрет. Вот я думаю, что того, что он умрет, они сейчас боятся больше, потому что они думают, что их подобные, во-первых, их тут же съедят, а во-вторых... Ви любите футурологію? Ну, от тоді можете так, я не знаю, наскільки коротко можете уявити собі Росію без Путіна і можете собі уявити Росію з Путіним через 20 років? 90-річний, як Мугабе, Путін і Росія за Путіна через 20 років. Ну, Россию без Путина я, слава богу, видел. Вот, и рано или поздно она будет Россией без Путина, потому что он не вечный. Це Росія з Єльцином, яка була. Да? Ну, она же была, то есть, и до этого и без Ельцина был Советский Союз, то есть, то есть она, а до этого она была там с царем, ну, то есть она разная была. Вот, царем я не помню лично, конечно, но читал. Советский Союз я хорошо помню. Інвестори, бізнесмени навряд чи ви хочете побачити Росію у вигляді Радянського Союзу, да? А Росія з Путіним через 20 років. Ну, а вот в это я легко могу поверить, потому что, ну, я точно так же застал еще Советский Союз с Брежневым, когда был человек, который там, значит, уже просто по инерции, да, то есть который... Путін перетнув по кількості років вже Брежнева, а Брежнев не був, здається, стільки давно. Нет, по-моему, он еще до Брежнева не достал по годам. Ну, где-то рядом. Поруч. Где-то рядом. Но почти наверняка в любом случае переплюнет. Да? И медицина сейчас, в данном случае, к сожалению, да, там позволит ему... Це казати до щастя. Да. Вона потужніша, да? Вона може жити довго. Да, поэтому я думаю, це Росія, яка розв'яже ще кілька воєн. Це Росія, яка піде, скажімо, китайським шляхом і вибухне в технологічному плані з імпортозаміщенням і з власними можливостями росту. Це Росія, яка почне все ж таки розпадатися і піде в внутрішні конфлікти за старого Путіна. Це яка Росія буде? Ну, во-первых, я думаю, что в ближайшее время Россия поглотит Беларусь. Яким чином? Як це буде по формі виглядати? По форме, я думаю, что Лукашенко пересядет в кресло главы этого Всебелорусского народного собрания. Там на его место будет какой-то там подконтрольный человек. Будут форсироваться эти процессы союзного государства. Ну, це спільна держава, а не частина Росії, правильно? Це формально. По сути, я хорошо уточню, да, то есть это не будет вот аннексия, да, но это будет вознесение Путина на позицию лидера объединенной страны. Вот, потому что ради этого это все затевается, да. То есть я не думаю, что Путин будет президентом Российской Федерации после 2024 года. Я вообще считаю, очень высока вероятность его досрочной отставки для того, чтобы как раз стать лидером объединенного государства. И я думаю, что то, что сейчас Путин делает с точки зрения международного сообщества, с этими вот маневрами украинских границ и так далее, это прежде всего торговля, чтобы ему не мешали забрать себе Беларусь. То есть я думаю, что Путин все равно, конечно, считает, что там, будущее за союзом славянских государств, и, естественно, в него включается и Украина, и, наверное, Приднестровье. Я не думаю, что вся Молдова, но Приднестровье наверняка. Думаю, что к этому он будет идти, но у него пока нет возможности это сделать, а Беларусь есть. Це означає, що проти України він спробує щось ще придумати, да? Конечно. Наприклад. Во-первых, мы, к сожалению, сами неплохо справляемся с хаосом в руководстве, да? В Украине? Ну да. Вот. И сейчас вот если так вот посмотреть, там, что происходит вокруг Зеленского, то там начался такой
его электоральный дрейф на Запад, да, куда-то туда, в сторону Порошенка. Да, то есть, А це з кожним президентом в Україні таке відбувається. Ви, да. якщо ви почитаєте історію Да, України, конечно. від Кравчука до всі рухалися зі сходу на захід. Да. Да, да. Но у Зеленского был все-таки шанс не освобождать Восток. Он сейчас его, по сути дела, освобождает, и в эту нишу будут входить разнообразные олигархические ставленники разной степени там, качественности. Да? В любом случае за ними будут стоять олигархические и так скажем, провосточные деньги. Это ли не возможность для Путина на этой истории сыграть? То есть я считаю, там, безусловно. Ведь там, даже, скажем, если мы посмотрим на Разумкова, ничего против него не имею, он хороший мужик сам по себе. Вот, но просто есть политический расклад. Да, он же отъедает голоса как Зеленского, так и, например, ОПЗЖ. А отъедание голосов это же не то, что он их как бы там перевербовывает свою какую-то веру, которая у него там есть. Это наоборот означает, что он должен следовать за своими избирателями, если он хочет их сохранять. И это означает неминуемый дрейф в сторону Востока. Це погано? Не знаю. История покажет. Я надеюсь, что украинского общества будет достаточно иммунитета для того, чтобы не лечь под путинские хотелки. Но чем дольше длится война, тем больше с этим связанных проблем. А скажіть ще вашу думку з приводу розшифровки тих речей, які відбулися в розмовах минулого тижня між президентами, з усіма, да? Всі відеозверненнями, відеоконференціями поговорили, ніхто не знає достеменно фраз, які один одному сказали, навіть російська сторона, яка часто якось інтерпретує, якась була неактивна інтерпретація. Знаєте, перші повідомлення російські взагалі були... І, чесно, напрягає сильно, да. Да, були такі, що, знаєте, вони нагадували, сторони обмінялись вопросами, представляючими взаємний інтерес. Вот така кондова фраза. Як ви думаєте, не скажемо, які. Да, і як ви думаєте, що відбулося? Тому що з одного боку ми чули, що Україну нібито примусять виконувати мінські домовленості і в якійсь мірі давати там навіть автономію цим ОРДЛО, а потім з'являється до розмови ще Байдена з Зеленським між розмовами, тобто в середу, що Сполучені Штати не тиснутимуть на Україну з приводу автономії Донбасу. Так що відбулося? І от згода Байдена обговорювати нову архітектуру безпеки – це фактично компроміс, по тому що Україну з Грузією не приймуть в НАТО. Чи не треба розглядати як компроміс? Володимир Грицько вважає, що кращий спосіб дипломатії забовтати тему – це створити робочу групу, в якій все це погрязне і ніколи не здійсниться. От таке довго вам дав розклади, які ви маєте тепер проаналізувати. Я еще раз скажу, что я считаю, что основная задача Путина для этого разговора была поднять ставки, дать возможность Байдену выйти из этого разговора там, победителем в том плане, что он спас Украину от неминуемого вторжения, а под шумок забрать Беларусь. Я считаю, что это... Вы думаете, он обговоривали Беларусь, да? Ну, я думаю, что они не могли это не поднимать. Да? То есть этот вопрос, потому что для Путина это основное. Думаю, что они с НАТО вопрос наверняка поднимали, но просто на это же есть простой очень ответ, который честный и правильный со стороны Байдена. Да? То есть о том, что на данный момент этот вопрос на повестке дня не стоит. Ну, то есть, потому что европейцы против. Да, они там не собираются в ближайшее время свою точку зрения изменить. И поэтому Соединенные Штаты могут сколько угодно говорить, что они поддерживают свободный выбор украинского народа. Если он хочет быть в НАТО, то, значит, рано или поздно это случится. Они ничем не рискуют, потому что другие союзники по НАТО за это не проголосуют. А это решение принимается, как известно, консенсусом, а не простым большинством. И ломать никого через колено американская дипломатия точно не собирается там, для того, чтобы их вынуждать принять Украину в НАТО. Мабуть, це і ламати таку кількість неможливо. Навіть Угорщина через якісь внутрішні такі невеличкі проблеми може блокувати саміт Україна-НАТО впродовж багатьох років. А коли це така коаліція, в якій Німеччина і Франція, ну, зламати її просто, ну, скажімо, неможливо. Ну, все можно, но было бы желание большое, да, то есть этого большого желания явно нет. И главное, это же, что все сломать, это же вопрос цены вопроса. Ви абсолютно логічні речі кажете, тому що, ну, от у нас
були повідомлення по концентрації військ російських вздовж кордону навесні і от на осінні. Поміж ними, от наприкінці літа, з кількох джерел було, що на порядку денному дійсно не стоїть прийняття України в НАТО. Про це відверто казали і казали про терміни там 20 років раптом. Чому Росія почала тоді порушувати тему НАТО і гарантії на вступу, якщо Росія теж розуміє, що ніхто її не приймає Україну в НАТО? Оце питання з'явилося там російського чорти з табакерки. От не було ніяких підстав про це говорити. Это замолчали с Беларуси? Я думаю, да. Но это надо чем-то торговаться. Да? То есть для этого надо как можно больше карт на стол выложить. Да? Тем более лучше всего когда играете в какую-то игру, да, то есть вот если вот вы знаете, какой будет ход противника, да, вот вы знаете расклад, да, это же лучше всего. То есть если вот вы знаете, например, Байден знает, что Россия не может напасть сейчас на Украину по там целому ряду причин, да, чисто военного характера, так это же супер. Всем сказать, что она точно нападет, значит, сделать какие-нибудь там фотографии, сделать сливы в средствах массовой информации. Он героически Тобто ви вважаєте, що в цю гру грають обидва? Конечно, да. Точно так же для России, то есть, мы вот там поставили, то есть, это требования, и вот, значит, в итоге там они нам отримали. Всі переможці, всі перемогли. Все победили, потому что все молодцы. Но под это же есть реальные задачи. А на що так складно торгуватися за Білорусь? От давайте, хіба Захід вже не звик до того, що Білорусь в сфері впливу Російської Федерації? В том все и дело, да, что в принципе, да, именно что это фиксация того факта, который уже и так в головах у всех западных политиков есть. Они и так считают, что это практически часть России. Кстати, они, считаю, абсолютно в этом не правы. Я считаю, что они сами конструируют эту реальность. Чем больше они накладывают санкции на Лукашенко, тем ближе он к Москве, потому что им просто деваться некуда. Да? Вот. Я считаю, как раз надо было гораздо гибче вести здесь историю и отрывать его от Кремля, а не, наоборот, загонять его к Путину. Ну, маемо шо маемо, да, то есть вот, значит, ситуация такая, какая она есть. Но это же все равно, если будут движения вперед, это же все равно будет выглядеть как там вот аннексия, да. Чому? А та модель, про яку ви кажете, вона реалізовується давно. Це спільна держава України, Білорусі і Росії. Там купа угод підписувалися і раніше, да, я пам'ятаю, там... Это вопрос интерпретации, это вопрос, как будет дальше, и вот если там вот как вы говорите, вот так воспринимать этот вопрос, собственно, Путину это и надо, да, то есть, чтобы, вот этот процесс шел, вот, он идет, ничего там радикального нету, там агрессии, значит, России против Беларуси нету, а может посмотреть с другой стороны, да, как только появятся российские вооруженные силы на территории Беларуси, можно сразу сказать, это вот аннексия, да. Хіба, якщо це проголосує парламент Білорусі, це буде ратифіковано, це буде, тоже референдум был. Ні, тут дивіться, є такі речі, а не кожна територія має право на референдум про сепарацію. Тут ви вже про юридичні вопроси починаєте говорити. Ніхто ж не оспорює суверенність Білорусі, вступати в будь-які союзи, і всім скажуть, що це такий самий союз, як Європейський Союз. Ти приєднуєшся до Європейського Союзу і втрачаєш частину свого суверенітету, передаєш над національним органам. Наднаціональний орган ви передбачаєте, що його очолить після 24-го року сам Путін, да, як буде. І Путін, і всім хорошо, тому що американці це казали, що вони не будуть визнавати Путіна після 24-го року, можливо, вже очільником. А він вже якби і не очільник Росії, а очільник спільної держави. В чому проблема? Так, ровно так Путин и будет говорить, как вы говорите. Вот ровно так это и будет линия. Нащо заради цього так складно? Потому что все то же самое можно рассказать совершенно по-другому. Можно рассказать о том, что вот путинская агентура, значит, помогла Лукашенке провести нелегитимные выборы, значит, что Лукашенко сам нелегитимен, что парламент нелегитимен, что это все, значит, агенты ФСБ. И вот они провели, будучи уже марионетками Москвы, провели такое голосование, как нужно, соответственно, Кремлю, и произошел захват территорий. И опять-таки, если мы посмотрим, значит, на историю, мы можем вспомнить
вспомнить, например, страны Балтии, которые обладали суверенитетом, проводили суверенные решения о вступлении в состав Советского Союза. Просто это уже были органы, которые уже были сформированы марионеточным образом под влиянием СССР. Чому зникла Тихановська, на ваш погляд? Ну, а где, опять-таки, там позитивный выход, да? То есть, признать ее президентом мог бы, ну, там, Запад, да, ну, там, они бы получили там ситуацию еще хуже, чем Гуайдо в Венесуэле. Там за Гуайдо хотя бы деньги стояли, да, то есть какие-то, да, то есть, а здесь еще и денег нету, да. Вот, поэтому это тупиковое решение, которое полностью связывает руки и не дает возможности вести никакие переговоры. Поэтому, на мой взгляд, это логично. Она и должна перейти в разряд, так скажем, ну, там, активистов видных, да, то есть вот белорусской оппозиции, как до этого эту траекторию совершали другие оппозиционные лидеры страны. Я еще раз, я не хочу звучать чересчур циничным, но это внешняя политика, и мы должны просто без эмоций к этому относиться для того, чтобы понимать, что произойдет. Ну, Я считаю, ви кажете помилковість західного конструкту, коли вони вже сприймають Білорусь як частину, таким придатком Росії. Я считаю, что все пока держится на самом Лукашенко. То есть это Лукашенко Путин не хочет в составе объединенных органов власти иметь. Тоді Білорусь вже приречена чи ні? Чи в неї є шанс вирватися з такої і з Лукашенківської, і з путінської опіки? Ну, пока поглощение не произошло, шанс всегда есть. Но эти шансы, на мой взгляд, каждый день тают. Як він може реалізуватися? Умовно, до речі, ви теж бачили, ці в останні дні, да, були ці строки по 15-18 років, то там серед них і чоловік Тихановської, да, і решта блогерів, які отримали такі, ну, надмірно великі терміни. Це такі терміни отримують по Хізбут Тахрір кримські татари. Да? Такі, я не знаю, у нас по Навальному ще нема термінів? Не, есть. Да, Почему он сидит? Скільки он? Да, он сейчас маленький срок, но ему точно докинут еще. От, ну, Лукашенко одразу дав по 15-18 років. І які шанси тоді у протестної частини? Як їм діяти далі в умовах, коли в них нема такої підтримки, як була там в Україні? Ну, у України була підтримка на Заході завжди, да? Більше. У Білорусі такої, ну, нібито не відчувається. Ну, я считаю, что протестное движение в Беларуси проиграло, потому что, ну, при том, что оно было достаточно многочисленным. Воно могло виграти? Да, если бы оно взяло в руки оружие. А без этого нет. И в России Болотное проиграло ровно по той же самой причине, потому что это все эти белые шарики Тобто ви и карнавалы. прибічник того, щоб брати зброю в таких ситуаціях, да? Абсолютно. Ну, то есть, только та революция хороша, которая умеет себя защищать. Де вони мали взяти цю зброю? Где угодно. Тобто це можливо було? Це свідомий вибір лідерів протесту було йти таким шляхом, не робити? Они совершенно не хотели рисковать своей шкурой. То есть здесь же вопрос, что они все время оправдываются, мы не хотим рисковать жизнями людей. Думаю, что люди их волновали во вторую очередь. Думаю, что их прежде всего волновали они сами. И все эти там поездки на Новый год на отдых в разгар, значит, протестной борьбы, они как бы про это говорят. Да? То есть для них эта политика была хобби. И они не собирались ставить... Для белорусских лидеров? Нет, для россиян, имею в виду. Ви кажете про Болотного? Да, да. Так ви вважаєте, на Болоті можна було знайти зброю? Да, конечно. Конечно. І повалити прям це 11 чи 12 рік? З 11 на 12, да, був? Да. Ну, я считаю, что там все было готово к Майдану в декабре 2011 года, и власть была деморализована. Ну, то есть все равно это вопрос кто кого, и, может быть, мы бы проиграли, но мы не дали бой. А чому ви вважаєте, що все було готово до Майдану тоді? Просто я не був, і мені важко відчути ці настрої, чому... Це ж один в один майже слова Аркадія Бабченка, те, що ви зараз кажете, що от можна було дотиснути ситуацію тоді, щоб зрозуміти, що не зробили білоруси 20-го року. Ну, я наблюдал, там было несколько дней Месилова на Триумфальной площади, я видел настроение людей. Конечно, вопрос в том, что если там, говорить, там 100 тысяч человек, которое пришло там, потом на Болотную, да, или там, на Сахарова, там, какой процент из этих 100 тысяч были бы готовы там, драться? 5% может быть, да? Но этого было бы достаточно.
То есть Майдан тоже начинался с 100 человек. Вот. И здесь важно иметь ядро, к которому потом, значит, налипают сторонники. И если ты просто с самого начала это ядро осознанно растворяешь в умеренной среде и не даешь ему возможность, соответственно, что-то делать, а наоборот говоришь, там, каждый, кто там пойдет и двинет собой, он провокатор. Вот, и то есть мы его должны изгнать из своих рядов. Ну, он-то получишь то, что получишь. У белорусов ровно то же самое. Ну, то есть отсутствие лидерства в революции – это единоначалие, это штаб действий, это команды, то есть это план, это какая-то там екіпіровка, то есть и все это надо делать. Надо Якщо готовить. порівнювати якісь особисті риси таких лідерів, як Лукашенко, Путін, навіть Ердоган, ну не можна сказати, що там хтось з них м'якіший або кращий, або там демократичніший. І взагалі я не особливо вірю, тому що будь-якого психопата може стримувати лише система і суспільство, і те, що дозволено, дозволено. Да? А так опинитися може будь-хто. Трамп може опинятися у владі, і Трамп в Білорусі це був би інший режим. Да? Трамп в Росії, Трамп в Сполучених Штатах виявилося тим, що було в Сполучених Штатах 4 роки, і промогло пішло в історію. А от 13-го року таксимські події, вони теж програли фактично. Але і Ердогану вдалося витримати і цю поляризацію, і спробу перевороту. Але от коли він вирішив, що він переможе всього і вся, і перевів країну в президентський режим, раптом виявилося, що те, де він починав свою кар'єру, як в переможець мерських виборів Стамбулу, він програв і він скасував ці вибори. Йому вдалося скасувати. А що показало голосування? Там, де різниця між опозиціонером і ставленником Ердогана була 13 тисяч голосів, да? Дуже мало для 16 мільйонів Стамбула, стало 800 тисяч голосів. Да? І він змушений був погодитися. Але зараз проти нього грає ціннісні речі, давайте будемо відвертими, грає економіка. Коли ліра на початку року була 8 за долар, а зараз вже майже 15, і населення, яке 7 років тому було на рівні з польським за рівнем життя, а зараз десь з українським, і це велике падіння, да, кількаразове. Це грає проти нього. І може він піти, він може програти вибори через економічні чинники. Чи може таке бути в Росії, в Білорусі? Чи режим якихось великих санкцій може настільки підірвати? Чи все ж таки суспільства Росії, Білорусі не такі буржуазні, як турецькі, не так занурені в світову економіку і не так відчувають, коли біднішають або щось втрачають? Спрогнозуйте, з якого боку є шанс і де може прорвати? Я считаю, что экономика, она всегда создает фон, но она очень редко когда является непосредственным триггером перемен. Для того, чтобы она стала триггером перемен, нужен одномоментный резкий кризис. Вот даже Це Венесуелу зараз називають, тому що в Венесуелі, скільки б не було економічних негараздів, все ж таки вони, та сторона, яка така, вибачте, соціалістична сторона, вона виграє все одно. Ну, она не социалистическая, она ужасная, да, то есть вот она просто, Мадуро просто дура, да, то есть вот, ну, это же, понятно, так вот как лягушку, которую варят в кипятке, да, то есть вот это постепенно происходит, да, там человек там крутится, выкручивается, там думает, завтра будет лучше, там и так далее. А потом, когда он теряет надежду, он совсем перестает дергаться, потому что у него тогда встает основной вопрос выживания. Вот, ему как бы не до революции. Да? Вот вопрос, когда что-то происходит, какой-то резкий слом. Вот тогда люди выходят. И, конечно, если резкий слом переходит еще в ситуации, когда люди до этого, у них убрали надежду и экономикой, да, то есть, то, конечно, они выходят более активно, им нечего терять, кроме собственных цепей. Но чисто по себе сам холодильник их на улицу не виведуть. Навіть якщо вони будуть голодати, вони на вулицю не вийдуть. Тоді передбачте, що може? От, те, що я спостерігаю, активність є проти QR-кодів. Да? От така активна, прям така, що іноді ніби... І весь Путін испугався. Да. От дивно, от я про це кажу, а можливо, якби я сказав слово, що російська влада злякалася, то було б, можливо, це... Ви використали слово злякалася. От QR-коди раптом можуть бути цю протестною штукою, але... скажімо, вона така, хібна трошки, бо QR-коди, ми розуміємо, це ситуація дійсно з безпекою санітарною, вона виправдана. Самый опасный
протесты против Путина за все время его существования у власти были не болотные протесты, поскольку они были очень локальные, городские и вот из этого карнавала. Да? Значит, это были протесты 2005 года против монетизации льгот. Тогда он почти потерял власть. И он очень испугался, хотя вроде вот для, скажем, представителей среднего класса вопрос там, выеденного яйца не стоит. Там у бабушки забрали проездной билет и вместо этого дали денег. Вот, то есть, а видите, люди вышли на улицу, потому что это было сочетание экономической причины, социальной, и это многими было воспринято как оскорбление. Мы там ветераны войны, у нас вот была привилегия, а вы у нас забрали привилегии, ну там нам там 3 копейки денег за нее кинули. Неважно, то есть, сколько этих было 3 копеек, да, то есть важно то, что это было воспринято оскорбительно, да, то есть это и ударило по кошельку, и еще власть нанесла оскорбление. Вот тут резко народ вийшов. Тобто, коротко кажучи, невідомо, що може стати тригером, коли ці такі режими можуть розпастися. Я считаю абсолютно бессмысленно думать о том, когда это произойдет, что именно будет, потому что вероятность того, что мы угадаем, очень маленькая, да, но то, что, безусловно, надо делать, надо к этому быть готовым. И то, что меня больше всего беспокоит, то, что мы очень мало к этому готовимся, и в итоге, когда это произойдет, а произойдет это, я не сомневаюсь, что это будет связано с социальной какой-то такой тематикой, то я боюсь, что во главе восставших будут не там Навальный, Ходорковский, Каспаров, Гудков, Пономарев и кто-либо еще, да, то есть, а это будут товарищи Гіркін, Прилєпін і от такого роду люди. Для Пономарьов, український бізнесмен, як він сказав, і колишній російський політик, про все встигли поговорити від Муратова і Дар'ї Навальної до того, як бути готовим до падіння режимів в таких країнах, дуже важливих сусідів України, як Росія і Білорусь. Дякую. Дякую.